теперь новости и главные события к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. В Абыйском и Нижнеколымском районах Якутии введен муниципальный режим ЧС в связи с пожарами. Режим ограничений из-за коронавируса в Якутии продлен до 1 июля включительно. Пробный ЕГЭ без участия выпускников прошел в Мирном. Каковы результаты проверки? Большое количество термоточек зафиксировано в северных и арктических районах Якутии, где стоит аномальная жара. Первый зампред правительства Алексей Колодезников провел совещание КЧС. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами введен в Абыйском и Нижнеколымском районах. В случае введения режима ЧС в 2 и более районах республика сможет объявить ЧС регионального характера. Это даст возможность привлечь к тушению лесных пожаров федеральные силы и средства по линии МЧС и авиалесоохраны. Как мы сообщали ранее, в Нижнеколымском районе пожар приблизился к линии электропередач Чукотэнерго, которая находится в 8 километрах от поселка Черский. Более 800 тысяч гектаров пройдено огнем в Якутии. На сегодня зарегистрировано 126 лесных пожаров. Из них тушат 13 возгораний в 11 муниципальных образованиях силами более чем 400 человек и 34 единиц техники. В Верхнеколымском, Тампонском и Усть-Майском районах огонь удалось локализовать. За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Усть-Алданском районе. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 312 лесных пожаров общей площадью почти 1 000 000 гектаров. Нетрезвый водитель, устроив ДТП, скрылся с места происшествия в Ленском районе. На месте аварии он оставил раненого 16-летнего мотоциклиста. ДТП произошло в поселке Пеледуй на нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольская и Юбилейная. При выезде со второстепенной дороги водитель авто не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение. Водитель авто скрылся. За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток, который в результате аварии получил перелом ноги. Права управления несовершеннолетний не имел. В момент столкновения он был в защитном шлеме. Мотоцикл ему купили родители. На них составлен административный протокол за вверение управления мотоциклом. Спустя пару часов сотрудниками ГИБДД был установлен и задержан автомобилист. Им оказался 45-летний местный житель, также не имеющий права управления транспортными средствами. На момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. Режим ограничений в Якутии продлен до 1 июля включительно. Далее ситуация будет зависеть от динамики распространения инфекции. Об этом в ходе брифинга заявил глава СН Николаев. За сутки в регионе выявлено 50 человек с коронавирусной инфекцией. Такой показатель не наблюдался с 21 мая. При этом количество выздоровевших составило 101. Впервые инфекция официально подтверждена в Абыйском, а также Оленёкском районах. Оба связаны с завозом из Якутска. Из 50 новых заболевших за сутки 45 в Якутске, 2 в Мирнинском и остальные районы единичные случаи. Есть у нас определенная тревога по Мирнинскому району из-за появления коронавирусной инфекции у 3 работников рудника «Интернациональный» по согласованию с руководством республики. Сейчас компания «Алроса» временно остановила работу рудника «Интернациональный», и сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом все равно 2 недели, неделя-2 недели коллектив будет не работать и шахта будет простаивать. При этом хочу сказать, что вот если та положительная тенденция, которая сегодня вот у нас появилась, она будет и дальше сохраняться эти дни до 1 июля, конечно же, второй этап мы сможем уже войти. На сегодняшний день по коэффициенту распространения инфекции мы не отвечаем тем требованиям республики в целом, при которых второй этап ограничительных мер может быть снят. Коэффициент у нас все-таки пока чуть-чуть, но все равно выше 0,8. У нас выздоравливающих достаточно много. За последние сутки выздоровело 101 человек. Всего уже 72,5% якутян, которые были инфицированы, они уже полностью выздоровели. Но, к сожалению, количество тяжелых больных у нас достаточно большое. 33 человека у нас находятся в тяжелом, крайне тяжелом состоянии. Из них многие на искусственной вентиляции легких, и врачи борются за их жизнь.
Новый аппарат искусственной вентиляции легких прибыл в Хангаласский район. Его приобрели на пожертвования Майтона и Индрайвер. Напомним, IT-компании в марте этого года передали больницам Якутии 45 миллионов рублей. Хангаласскому району было выделено финансирование на покупку 2 аппаратов. На днях прибыл один из них. Его направят в инфекционное отделение в поселке Махсагалох. Второй аппарат ИВЛ еще пока в пути. Были приобретены 2 аппарата ИВЛ. Здесь Line MV300. Вот пока поставили 1 аппарат ИВЛ, второй в пути, должен быть скоро поставлен. Такой же аппарат? Да, точно такой же аппарат. Ну, аппарат отечественный, произведен Triton Electronics, город Екатеринбург. 2019 года выпуска, получается новый абсолютно. Этот аппарат, получается, новая модель, одно из лучшего, что может предложить нам отечественный производитель. Здесь имеются все современные режимы ИВЛ, вспомогательные, принудительные и возможность неинвазивной ИВЛ пациента. А примерная стоимость вот одного такого аппарата? Стоимость его от завода от 1 750 000 с доставкой, наверное, около 2 миллионов обошелся. Сегодня он будет поставлен в инфекционное отделение Махсагаловского отделения ЦРБ. Там будет установлен и в случае надобности там будет работать. В Якутии упростят получение компенсации за капитальный ремонт. Соответствующий порядок утвердили в региональном правительстве. С 1 июля граждане, являющиеся инвалидами, могут получить вышеуказанную компенсацию даже при отсутствии сведений в Федеральном реестре инвалидов. Для этого нужно всего предоставить копию документа, подтверждающего факт установления инвалидности. Пробный ЕГЭ без участия выпускников прошел в Мирном. О его результатах узнаем у Марферины Алексеевой. Учебный год выпускников этого года закончится еще не скоро. Единые государственные экзамены начнутся 3 июля. А пока, с учетом новых требований и ограничений, пробные экзамены проводят для организаторов. Из-за пандемии изменения коснулись не только сроков сдачи. Обязательные экзамены отменены, аттестаты уже на руках учащихся. Выпускники будут сдавать только те предметы, которые нужны при поступлении в вузы. 65 человек, точнее, отказались от сдачи экзаменов. Это и выпускники текущего года, и выпускники прошлых лет, которые передумали сдавать экзамены. Поэтому на сегодня у нас сдающих 411 человек. Перед каждым экзаменом проверка температуры и никаких очередей. Приходить на экзамены выпускникам придется к определенному времени по индивидуальному расписанию. В аудитории подготовлено 9 мест. Расположены они в зигзагообразном порядке. Расстояние между присутствующими не менее 1,5 метра. Вход в школу обязательно в масках и перчатках. А вот быть или не быть в них во время экзамена – это уже личное решение самих учеников. Все работники пункта проведения экзаменов во время экзамена носят или одноразовые маски, или респираторы. В каждой аудитории установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в кабинетах. И в больших пунктах проведения экзаменов у нас установлены 2 входа. Отмену обязательных экзаменов и продление сроков сдачи многие выпускники восприняли положительно. Это возможность акцентировать внимание лишь на выбранные предметы, а также дополнительное время для качественной подготовки. Минус только в том, что готовиться приходится дистанционно. Проводим консультации для всех 9. Они, допустим, обращаются ко мне, я выхожу 1 на 1 с ребенком. Очно, конечно, готовить лучше, так как выпускники – это есть дети, где-то все-таки они ленятся, где-то не хватает, может быть, за ними присмотра, а когда учитель очно, все-таки мы как-то контролируем этот процесс. Последний экзамен, включая резервные дни для сдачи, пройдет 25 июля, а к 15 августу станут известны результаты всех экзаменов. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сегодня второй день голосования по поправкам в Конституцию России. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем 7 дням голосования. Помимо голосования до основного дня с 25 по 30 июня, у жителей есть возможность проголосовать вне участков, в том числе бесконтактно, на дому. Подать заявление можно в свою участковую комиссию до 17 часов 1 июля. Члены комиссии придут домой с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Я считаю, что Россия сильна нами, народами, армией, мною, тобою и историей. И в поправках Конституции об этом говорится очень много, во многих поправках. Но главное для меня, как для человека культуры, искусства, духовной сферы,
Очень важно, что в этой поправке четко, можно сказать, впервые сформулированы самые главные постулаты многонациональной нашей культуры. Особенно это касается культуры, самобытности культуры. Поэтому я проголосовал сегодня за поправки Конституции. Каждый гражданин России имеет право, я считаю, что обязан идти голосовать, поскольку от каждого из нас зависит судьба нашей России, нашей Якутии. А о том, как проходит голосование в Усть-Мае, готов рассказать наш корреспондент Юрий Таюрский. Усть-Майский район до 26 июня еще живет и работает в режиме повышенной готовности в связи с угрозой проникновения коронавирусной инфекции на территорию Улуса. Поэтому для соблюдения всех мер предосторожности и по рекомендации Роспотребнадзора процесс голосования по поправкам Конституции Российской Федерации начался 25 июня. У нас в районе, в каждом поселении был составлен график по предприятиям. На каждое предприятие, согласно количеству работников и людей, голосующих на разных участках, разработан график, чтобы не более 8 человек голосовало у нас в час, как предписано Роспотребнадзором. На 3 избирательных участках в районном центре поселка Усть-Мая продолжается голосование. Члены избирательной комиссии строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и обеспечивают безопасность граждан при голосовании. Да, мы по санитарным нормам соблюдаем здесь все. Температурный режим, маски, перчатки, ручки выдаем индивидуально для голосующих. Также есть дезинфекторы для рук. Несмотря на большой поток фейковой информации по принимаемым поправкам Конституции Российской Федерации, каждый гражданин выбирает для себя и определяет, за что он идет голосовать на избирательный участок. Поддержку правительство в этом году осуществило очень хорошо, особенно многодетным семьям, выплаты 10 тысяч из 3 до 7 лет, которые сделали. Это, конечно, для семей будет хорошая поддержка. Мы надеемся, что с будущими поправками поддержка семьям многодетным будет осуществляться еще больше. Социальные гарантии, которые вносятся в поправках Конституции незащищенным слоям населения, понятны и приветствуются гражданами. Уверена, что мы все осознаем важность этого события и используем все предоставленные нам возможности, чтобы принять участие в голосовании нашего главного закона, который долго будет служить нам, нашим детям и внукам. Всего предлагается внести 206 поправок в Конституцию. Все эти поправки направлены на укрепление государственности Российской Федерации, которые будут защищать всех граждан России. Юрий Таюрский, поселок Усть-Мая. 2 мурала, посвященных поправкам в Конституцию России, создали в Якутске и поселке Жатай. Проект реализован в том числе силами Центра компетенции городской среды. Мурал на жилом доме в Жатае посвящен теме бережного отношения к окружающему миру и защите семьи. Масштабный стрит-арт же по улице Дзержинского в Якутске разместился по соседству с будущим сквером землеустроителя. Самое сложное – это выбрать эскиз, наверное. И эскизов много было, вариантов много было. Что-то убрали, что-то не нравилось и так далее. Согласования много было и так далее. Как-то нужно было рисунок создать, именно комбинирующий с аллеей землестроителей. И вот и поиски начал работать над ним. Где-то примерно неделю работал. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.